Всем привет, добра, любви, процветания. С вами канал Life, меня зовут Карина. И мы находимся в солевой пещере, только уже в Калининграде. Мы с Владимиром Николаевичем должны пройти курс, потому что он кашляет, и чтобы его вылечить, нужно пройти как минимум 12 сеансов солетерапии. Вот здесь, вот в Калининграде, солевая пещера выглядит вот так. В Зеленоградске вы уже видели, а в Калининграде она немножечко другая. Нам сейчас полностью провели инструктаж, что происходит при сеансе солетерапии. Там добавляется в такую специальную капсулу соль из Лецка и простая поваренная пищевая соль мелкого помола. Все это дело нагревается как-то, да, и микрочастицы отрицательные какие-то попадают в воздух. Заряженные отрицательные ионы попадают в воздух. Вот. И когда они в воздух попадают, они попадают, конечно же, в нос, в легкие, в бронхи. Вот так и происходит это лечение. Потому что они даже аллергены оттуда вытаскивают из легких. Оказывается, аллергены, если у человека есть аллергия или астма, это все находится в легких. Они накапливаются, да, и соль, она вытягивает это все. Вот такое лечение. И сказали, что на 4-5 сеанс может быть, как называется, Владимир Николаевич? Галообострение. Да. Вот это галообострение, оно заставляет человека иногда прям очень много кашлять с отхождением мокроты. Может очень неприятно человеку быть в этот момент. Вот из дырочки вот здесь на стене течет вот эти ионы в воздух. Вот, и в период галообострения человеку может быть очень некомфортно. Что вы прочитали про галообострение? Здесь пишется, что клиническое проявление обострения сохраняется на протяжении 5-7 дней, после чего постепенно начинается положительная динамика. И вот такие хронические заболевания верхних дыхательных путей, бронхиты, тонзиллиты, горло, нос, достаточно хорошо помогает процедура. Но вот тоже пишет, что необходимо несколько сеансов, продолжительный курс. Нам сказали, в прошлый раз мы ходили в бахилах, нам сказали принести сменную обувь. Ну вот, на мой взгляд, декорации пещеры соляной здесь, в Калининграде, поинтересней, покрасочней, так скажем, для деток интересней здесь, наверное. Там есть специальная, вот еще отдельная комнатка для игры, со столик, стульчики, да, все для деток сделано как надо. И абонемент сюда покупается на 12 сеансов. Мама с ребенком, ну или папа с ребеночком до 7 лет, ребеночек бесплатно. То есть родитель платит только за себя. 12 сеансов 3,5. А если у вас есть пенсионная, инвалидность, 2700. Вот. Цены ты можешь. Вот рекламой мы никогда не занимались, но мы просто рекомендуем, да, вот рассказываем. Чтобы вы могли посмотреть, сравнить цены, сравнить условия. Просто я впервые сталкиваюсь, чтобы что-то давало эффект сразу. Я никогда такого не видела, понимаете? У меня у ребенка все детство была астма. И когда мы приехали давно-давно-давно в санаторий, конечно, его водили в такую пещеру. Он сидел в соляной комнате. Но я туда не ходила, я не знала, что оказывается такой эффект. У ребенка тогда астма была не в стадии обострения, потому что у него аллерген. Если с аллергеном не сталкиваться, да, то он не будет болеть. И я не заметила эффекта тогда, в тот момент, да, но я заметила, что мой муж кашляет месяц.
Мы пришли один раз, первый раз сюда, потом пришли в номер, тогда еще, да, в Зеленоградске, и оказалось, что он не кашляет. Да, конечно, потом кашель немножко вернулся, но не в такой степени, как был. И мы поняли, что это действительно хорошая терапия. Именно поэтому мы рекомендуем, да, то есть не потому, что мы рекламируем, что-то или там нам заплатили, мы сами платим здесь хорошие, так скажем, деньги. Но ознакомительный сеанс стоит 200 рублей. Вот мы сейчас сидим на ознакомительном сеансе, и если мы купим абонемент, то денежки у нас не возьмут, а просто мы платим абонемент и все. Ну, мне абонемент, конечно, не нужен, мне лечить легкие не надо, да. Но я пришла просто с мужем, чтобы посмотреть все это и для вас снять картину общую. Вот. Но он, конечно, наверное, все-таки купит абонемент. Да, Владимир Николаевич, ты купишь абонемент? Да. Подумаю об этом. Подумаешь сейчас 40 минут об этом, да? Но он подумает еще, сказал об этом. Все-таки сумма не маленькая. Но если он надумает, то, конечно, будет ходить каждый день. Посмотрит там, выберет время для себя и будет ходить. А еще тут есть, представляете, прям весь фарш услуг. А тут еще есть кислородные коктейли. Мы прям как в раю сидим здесь в комнатке в этой. Кислородные коктейли. Можно выйти, заплатить 60 рублей и выпить замечательный стакан большущий кислородного коктейля. Вот так-то, товарищи. Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Мне нравится, что тут вот эти вот светятся прям такие штучки на стенах. Так красиво, такой релакс. Сидишь, так отдыхаешь, расслабляешься. Может, кто-нибудь ходил еще. Вот Ольга Лавриненко писала в комментариях, да, что вылечила полугодовой затяжной кашель солевой пещерой. Полугодовой. Кто-нибудь, может, еще из наших подписчиков, кто так смотрит наши видео, ходил в такую соляную пещеру. Расскажите, как у вас был опыт. Был ли у вас, как это, период галообострения, да? Был ли у вас период галообострения? Сегодня утром я решила записать 2 видео на канал Школа Таро Альвиен, ну вот второй наш канал. Ну, учитывая, что я таролог, да. И записала видео точный прогноз на ближайшее будущее. И записала второе видео, это любовное, каких действий человек от вас хочет и каких ждет. Ну и подписчик один написал, что ему не понравилась первая позиция в этом гадании. Очень возмутился, сказал, что отписывается, не хочет ни видеть, ни слышать. Вот хочу поговорить про гадания, про расклады. Кто ими пользуется, нравятся они вам, не нравятся. И вот как вы относитесь, если вы слышите не очень приятный для вас прогноз? Вот у меня такой прям вопрос есть, пока я сижу, да, пока мне делать тут нечего, кроме как дышать. У меня есть такой вопрос. Как вы относитесь к прогнозу, если он для вас неприятен? Вы его принимаете к сведению как совет и понимаете, что да, вот мне надо здесь соломки постелить. Ну, в принципе, для чего я его и в итоге и делаю, да, этот прогноз. Как трактую карты, как они есть, чтобы человек постелил соломки и вовремя не делал какую-то глупость. Либо вы воспринимаете фу, кака, бяка, ты мне испортила сегодня настроение, и я не хочу тебя больше смотреть. Вот расскажите, как у вас реакция на прогнозы, которые вам не нравятся? Мне очень интересен этот вопрос. У меня день рождения был вчера. И мне кучу поздравлений, конечно, сказали, сегодня поздравляют. Цветы подарили, подарки подарили. И вы знаете, вот мы с Владимиром Николаевичем смотрим одну женщину, блогера, которая снимает из Индии. То есть мы туда собираемся, мы, естественно, смотрим блогеров из Индии.
И вот я решила себе сделать подарок на день рождения. Я сделала пожертвование в Индию. Не знаю, вот та женщина, которую мы попросили сделать это пожертвование, ну, через нее, да, еще, конечно, ну, не отписалась по результату, ну, как по результату, да, что смогла она, не смогла сделать такое пожертвование. Но вот очень интересно оказалось для нас, это такой опыт, когда через кого-то ты передаешь в другую страну. И вы знаете, вот эмоций столько впечатлений от этого, да, Владимир Николаевич? Да. То есть рекомендуем к тому, чтобы вот как-то не только, да, в нашей стране, ну или вот приютам для животных можно помогать. Как вот у меня вот бабушка о кошках заботится очень сильно. Очень много кошек. Вот есть другие приюты там для животных, для кошек, для собак. А можно вот в другие страны тоже, да, какие-то делать вложения, пожертвования для бедных людей. У кого-то возникает необходимость, потребность в совершении благих дел, ну, не просто животным, а и людям. И, допустим, если в нашей стране, в России, даже в Украине, в принципе, мало таких людей можно встретить, которые вот требуют очень малого для себя, но и этого не имеют, и которым мы могли бы помочь. То есть у нас с этим более-менее хорошо, но если есть такая потребность в душе человека именно помогать людям, пусть малым, по своим возможностям, но порадовать человека, можно в принципе помогать бедным из других стран. Сейчас достаточно много хороших блогеров, которые несут вот эту духовность на экраны YouTube канала, ну и другие площадки, видеоплощадки. Можно через них пробовать. Можно помогать. через них молитвы в ашрамы заказывать, допустим, в ту же Индию, просить письмо передать на дерево желаний. То есть этим многие занимаются, мы тоже будем этим заниматься обязательно, когда приедем в Индию. Мы обязательно тоже будем этим заниматься и пожертвованиями, и передачей пожертвований, и письмами желаний, и молитвами в ашрам. То есть письмо святым, то есть которые действующие сейчас, святые, живущие в Индии, да, живые святые. То есть им передаются письма с просьбами. Это очень хорошая практика. Вообще я не знала об этом. Я узнала об этом, смотря индийский канал. Понимаете? Как русские живут, да, в Индии. И я узнаю, потому что они могут говорить со мной по-русски. То есть я не смотрю каналы на английском языке, я его плоховато знаю. И когда я начала смотреть канал на русском, вот тогда я узнала, как откровение пришло, что, оказывается, можно молитву в ашрам заказать действующему святому, который же сейчас гуру, да. Можно отнести письмо на дерево желаний, через кого-то передать. Это потрясающе, это возможность. Вот представляете, блогерство как увеличивает в мире возможности одних людей относительно других, да, относительно своих каких-то желаний, чтобы вот можно не ездить, допустим, да, в Индию, это дорого, это далеко, а передать. Ну, если не привязываться к Индии, можно, в принципе, какие-то просьбы, например, Иерусалим, Стена Плача, кто-то возит письма туда, тоже можно передавать. И это все через блогеров желание. делается. Да. Все через блогеров. Можно таких найти, в принципе, если вам по душе человек блогер, и вы, в принципе, понимаете, ну вот тот посыл, который благоприятный посыл идет со стороны блогера, когда он помогает вам, передает вот вашу милость, либо вашу просьбу с запросом на исполнение, например, на дерево желаний, стену плача, либо там каким-то святым просьбой благословить какое-то начинание, либо выздоровление человека, либо чтобы открылись пути
это тоже вариант, очень хороший вариант. Без привязки к религии. То есть вы можете, в принципе, если вам нравится христианство, смотреть христианских каких-то блогеров. Ну да, любые точки мира доступны для каждого из нас теперь, раз русский может жить в любой точке мира, да, и вести оттуда блог. Ну и также через нас, конечно. Вот у меня Владимир Николаевич, он молится очень много. И люди заказывают на 40 дней у него молитву, он самостоятельно молится, он читает мантры, он обращается напрямую к Богу. Это не зависит от религии, совершенно не зависит. И он молится на вашу цель, да, причем по посильной оплате. То есть вы можете заплатить даже 1 рубль, ну вообще любую сумму, какая вам просто нравится, за молитву. И это как donation, да, сколько дашь. И он будет молиться на вашу цель, потому что у него такая, ну так скажем, как аскеза или служение, да, Богу. Вот вы можете через него заказывать свои просьбы Богу, потому что он все время молится. Также есть такие севадалы, да, севадал называется. Да. Это как у нас есть люди, которые служат при церкви бескорыстно. То есть, когда ты выполняешь севу, служение, ты можешь взять севу на 1 день и 1 день послужить Богу. Неважно, какая у тебя религия, в любой религии есть сева, в любой. Но когда ты приносишь Богу себя бескорыстно, безоплатно, просто послужить, помочь монастырю, храму, помочь нищим, помочь старикам. Даже если ты 1 день выполняешь севу, это для твоей кармы списывается просто масса негативного. Все списывается и меняется еще на позитивное. Вот насколько это сильная практика на самом деле. Ну что ж, сидим дальше, впечатляемся. Вот мы вышли из соляной пещеры, сейчас обратно вернусь, покажу вывеску, как оно здесь работает, как что. Мы купили для Владимира Николаевича абонемент, взяли. Вот. И также мы купили новый подсвечник из Гималаев, куб из соли, это с месторождения, куб. Вот. Его прикрепили на деревянную дощечку и в середине вырезали кружочек для свечки, таблетки. Ставишь свечку в этот куб, он имеет оранжевый оттенок, причем он естественный, у него такой оттенок. И ионизируется воздух солью, ионами соли. Вот так очень интересно это, прям потрясающе. Сегодня на улице 7 градусов тепла, или 9 даже, не помню. Очень тепло. 16 января. Вот, и мы сейчас идем дальше гулять. Вот мы посидели, сеанс. А этот куб, который я купила, вы можете увидеть теперь в каждом моем гадании на канале Школа Таро Альвиен. Он будет стоять у меня на столе для гадания на картах. То есть вы его прям можете увидеть, посмотрев мой расклад. Тем более, что все, кто подписан на канал, подписаны, скорее всего, на Школу Таро Альвиен. И этот куб соляной будет теперь ярко играть своим оранжевым светом на каждом нашем раскладе. Но я просто очень люблю вообще вот всякие такие природные подсвечники и лампы. Там есть соляные лампы, они стоят 3000, а куб-подсвечник только 800 рублей. Поэтому он прямо из Гималаев, из месторождения гималайского, поэтому это очень круто. Мы все довольные, ушли оттуда. Я, конечно, себе абонемент покупать не стала, мне не нужен, потому что это лечение, это не развлечение. Но вообще и нервы тоже лечит. Вот если кому-то надо, допустим, подлечить нервы, можно пойти в соляную комнату. Тоже можно нормально. Вот. Ну, в основном это легкие, лор-органы, дыхание и всякие проблемы с аллергиями. Это все лечится в этой соляной комнате. Вот так. Ну, она вообще очень понравилась, конечно. Хорошо, что мы и в Зеленоградске попробовали это дело. И здесь
А здесь нас обоих бесплатно сегодня, раз мы купили абонемент. Причем купили мы его только для Владимира, но оба посидели сегодня бесплатно. Нам подарили эти сеансы. И я вообще очень довольна, конечно, что я провела время. Нервы свои полечила, легкие. Все бесплатно. Вот, тем более, что эффект потрясающий. Вот мы сейчас уже на остановку пришли. Ну, пошли пешком. Можно пешком пойти. Мы решили пойти пешком. Только хотели уехать, и потом решили пойти пешком. Прогуляться. Посмотрите с нами Калининград. Это проспект Ленина. Ленинский проспект. Мы просто гуляем. Район от Южного вокзала к центру. Мы сейчас идем. То есть именно так. Вот дом 123-129. Сейчас проходим. Ну, я вообще очень довольна, конечно. То есть за что оплачивать, я считаю так. Вообще вот люблю ходить в музеи, в театры, в кино. И знаю уже, что я отдаю деньги. То есть у меня нет такого ощущения, да, что я просто так вот выкинула их. У меня сразу же приходит ощущение, что да, я с пользой все оплатила, да. И вот сейчас я сходила в соляную пещеру, причем мы увидели эффект еще 2 дня назад, и поняла, что да, я не зря плачу за нее, допустим, да, и там за лампу вот эту, вернее, за подсвечник. Но он тоже как лампа получается. Соль нагревается, начинает ионизировать воздух. Прикольно. Я вообще никогда о таком не слышала. Вот первый раз. И причем он цельный кусок с месторождения, природный. Ну, это вообще супер. Так очень нравится эта идея. А еще привезут лампы по 1250. Потом небольшие, то есть там были крупные по 3000. Но я уж не стала раскошеливаться. Тем более, что в кадр не влезет. Я же все беспокоюсь о своих гаданиях. Чтобы мне польза была и гаданию польза. Вот. Но не было смысла такую большую покупать, она не влезет даже в кадр. А подсвечник влезет как раз, да. И привезут небольшие лампы по 1250. Вот они тоже будут лазить в кадр. Я, скорее всего, куплю. Лампа называется «Скала». Но она действительно... Там берется кусок, опять же, с месторождения цельный. Там в нем вырезается, делается, чтобы лампочка его нагревала, да. Вот. Но это природный именно вот такой камень соляной, да. Это круто. И он в виде такой скалы делается. Плюс таких камней, их достаточно хорошо, они поддаются зарядке магической энергиями. Да, можно позитивными энергиями. У кого есть настройки в различные частоты, энергии, посвящения, допустим, те же энергии различных мантр, они могут заряжать соль. Вот такой вот цельный вот камень. Вы знаете, у соли есть определенные свойства. Смотрите, магические. Соляной камень, он восприимчивее любых других камней в сотни раз. Почему? Вот заметили, да? Есть славянские приметы. Не храните соль открытой. Знаете почему? Вот вы поругались дома, да? Соль впитала. А часто, особенно в российских семьях, негатива больше, чем позитива. Потом вы этой солью солите еду. И поэтому нужно банку, говорят, закрывать, да, с солью. Закрытой храните соль, чтобы она негативную энергию не впитывала в себя. И точно так же вот на позитив она работает еще круче. Если вы зарядили, это просто пожелание любви, добра, счастья, процветания, здоровья. Просто лампе, вот я сегодня даже наговорю своей, этой подсвечнику, этому кубу. И то будет обалденный эффект, потому что она прям кардинально так впитывает и распространяет положительную энергию. Соль вот. В себя очень много может забрать очень быстро. И многие методики очистки, энергетической чистки камней, тот же кварцевых каких-то камней, аметиста и других, именно солевая чистка. Это либо в солевой раствор, если камень позволяет погрузить,
на сутки, а потом высушить. Если камень не позволяет погружения, просто в сухую соль погружается камень на сутки, двое суток. И все, соль в себя вытягивает негатив из камня, и дальше он поддается более простой энергетической чистке. Также при работе по практике я своим всем клиентам рекомендую, как чистить предметы от негатива. Нужно положить предмет, полностью засыпав его морской солью, если нет, поваренной, и сутки продержать в соли, полностью погруженным в соль, то есть не раствор соли, а сухая соль. Вот, допустим, подарила вам подружка юбку. Вы знаете, что там бывают дома и скандалы, и что кто его знает еще что. Вы понимаете, что вроде как подружка любимая, но негатив на себя тащить не хочется, а юбка красивая, да? Вообще с чужих людей я никогда практически не беру одежду, но многие берут, нравится, да, вот, не нравится юбка, все берете, там, не знаю, корыце, тазик, кладете туда юбку и сверху засыпаете либо морской солью, либо поваренной. Потом соль, конечно, выкидываете в унитаз, а юбку стираете, гладите и носите. Ну или там не юбку, любой предмет одежды, я просто на примере сказала. То есть вот у соли очень много полезного, реально очень много. Даже можно, если нет каких-то посвящений, нет понимания, как производится энергетическая работа на духовном уровне, можно брать камни, кристаллы, в том числе соль, заряжать определенными программами. Программы на успех. Например, я успешен, успешно. Человек может мысленно, вы можете проецировать эту программу на кристалл соли, либо на пачку соли, какой-то объем соли, помещенный в посудину, например, в чашку. Это делается, например, на протяжении 5-10 минут. Программу «Я успешна», «Я здорова» вы проецируете, представляете, как эта программа, как эта мыслеформа полностью проникает в каждый кристалл соли, наполняет. И при этом из сердечной чакры, из 4-й чакры направляете энергию любви. Вот как поток энергии, который запитывает и эту программу, и весь кристалл соли, либо соль, рассыпчатую соль, которая в чашке лежит. И такое ощущение, как бы она дает как по чувствам влагу. То есть как становится соль более влажной, более тяжелой. Это признак того, что хорошо программа легла. И на протяжении 2 недель легко эта программа будет поддерживать вас, поддерживать ваше сознание, подсознание в достаточно интенсивных вибрациях, полезном спектре вибраций, и помогать вам по жизни будет. Здорово. Такой простой метод. Сейчас проходим историческое здание биржи, которое сохранилось практически. И сейчас это музей изобразительных искусств. Мы обязательно туда с вами сходим. Вот тут вот легендарные львы сидят. Вот, а мы идем по эстакадному мосту. Вот часы тут на здании. Такие виды потрясающие, конечно, с моста. Вот на рыбную деревню вид. На остров Канта, на кафедральный собор. Там синагога. Сейчас дальше пройдем, там еще будет вид хороший. А здесь на шар вид, у кого музей Мирового океана. Вот такой вот у нас эстакадный мост. Так что, видите, вот продолжаю разговор про соль. Очень много у нее положительных свойств на самом деле. А мы это все упускаем каждый день из виду. Там, не думаем об этом, да. Воспринимаем соль как должное. Вот она, мы ей еду солим. На самом деле нет. На самом деле много всего она таит. Вроде самый простой предмет, продукт.
Продолжаем прогулку нашу. Показать хотела вам с моста вид. Думаю, что, наверное, получилось. Идем домой, увидим нашу съемку. Смонтируем для вас видео опять и выложим на канал. Alive наш канал. Сегодня прям вот закат такой. Сейчас. Вот такой закат. Обалденный. Ребятки, музыку слушают. И вот от этого заката, вот тут вот борчик такой, или лес, как он называется, парк, он всегда встает такой оранжевый на закате. Вот, я не знаю, видно, не видно в камеру, он уже стал почти вот такой вот яркий, оранжевый. Вот прям видно, как лучи отражаются солнца от всего. Это на острове Канта, около Кафедрального собора. Сейчас вы видите Кафедральный собор опять. Ну, мы уже здесь проходили, конечно, но все равно интересно. Вот он, Кафедральный собор. Вот. Наш любимчик. Мы и внутрь ходили, у нас есть видео, смотрите. У нас в Калининграде очень любят велосипеды. Я не знаю, как в других городах, но вот Владимир Николаевич про Одессу рассказывал. Там тоже очень любят велосипеды. И летом идешь, и все вокруг велосипедистов. Все. И ты идешь, и ты не знаешь, когда случится этот прекрасный момент столкновения тебя с велосипедом. В Одессе, конечно, с этим получше. Велосипедисты ездят не по тротуарам, как в Калининграде, а по проезжей части. И для велосипедистов есть такая трасса здоровья, которая идет вдоль моря. Протяженность 7 километров, вот тот участок, который я больше всего знаю. И вот там, да, очень много велосипедистов, они там отрываются, у них специальная дорожка. И очень многие люди активно занимаются велоспортом. Здесь немножко другие правила. Не, у нас есть велодорожки. Да. У нас есть велодорожки на большинстве тротуаров. Но вот здесь на эстакадном мосту, видите, где она? Нет ее. И есть улицы, но нет этой велосипедной дорожки. По проезжей части у нас велосипедисты не ездят. Они ездят по тротуару по правилам. И когда они едут по тротуару, если нет велосипедного ограждения дорожки или просто нет выделенной полосы, все. Это какой-то атас. Я целовалась сколько раз с велосипедистами. Пусть не ревнует мой муж, но так было. Все это с синяками и поцелуями. Лоб в лоб. Поцелуй лоб в лоб. Вот еще один потрясающий вид. Вот тут. Вот так это все выглядит. Вон там голубые ели. Ну вот мы уже дошли до гостиницы Калининград. И сейчас уже будем уходить в центр. Будем встречать ребенка из школы. Мы с вами до свиданькаемся. До новых встреч. И надеюсь, что вы будете с нами и будете приводить своих друзей к нам на канал. Всем пока!